Ну, я считаю, что все-таки это наша вынужденная мера. Ну, это было ожидаемо, потому что вы все знаете, с 2014 года жители ЛНР, ДНР защищали свою территорию, свою культуру, свой язык. И, конечно, они не были согласны с государственным переворотом, с приходом ненацистской власти на Украину, и они отстаивали свои интересы. Потом мы знаем, что Россия признала эти две республики, и наши добровольцы пошли защищать. Мобилизационные работы начались после выхода указа президента нашей страны. 21-го вышел указ, 22-го уже во всех районах начали собирать мужчин. Конечно, были ошибки, об этом мы сказали, о том, что те, категории людей, которые не подпадают под указ, должны быть возвращены обратно. Арсений Сергеевич Николаев, глава нашей республики, об этом выступил в одном совещании. После этого по всей стране начали приводить в порядок те моменты, которые были допущены. Знаете, если коротко сказать по мобилизации, что это необходимость. Это так создалась ситуация в мире, что эта мобилизация была необходима, чтобы нам добиться тех целей, обезопасить Россию, защитить тех мирных людей, которые решили в составе России жить. Это их выбор. Мы их поддержали, обещали, защитили. Но как можно это сделать? Только именно военным путем. Другого переговора у нас не получилось. Поэтому мобилизация необходима. И скажу коротко. Есть понятие военнообязанный, который дает присягу, он клянется в уставе и говорит, что клянусь защищать и выполнять свой долг. И вот сейчас как раз та пора, которая сейчас выполнить свой долг. А те ошибки, которые допускаются по призыву мобилизации, они будут исправлены. Я думаю, что мы все поняли, что сейчас над этим работа ведется. Эти люди возвращаются ошибочно мобилизованные, но все должны быть готовы защищать Родину. Если кто это давал присягу, он должен ее выполнить. Сейчас идет частичная мобилизация, как вы знаете. Общественная палата работает уже с первых дней. Сейчас создан координационный центр. Мы видим, что вопросы, которые были в первые дни, они уже все отвечены. Поступило к нам 222 заявления. Более 300 человек уже вернулись ошибочно мобилизованных. И сейчас уже можно сказать, что военкоматы уже справляются и работают, например, врачебные комиссии в самих призывных пунктах. И многие уже вернулись, те, кто были ошибочно мобилизованы.